осознание силы слова, глубины слова, того, что в нем вообще заложено, его, может быть, эмоциональности, еще каких-то его признаков или свойств. Наверное, все-таки это происходит в более осознанные годы. И, может быть, не только и у поэта, но и у каждого человека понимание сути слова происходит тогда, когда он уже что-то повидал в жизни, и что-то, какой-то багаж у него жизненный уже есть, багаж литературный, вот в данном случае с писателем, когда ты много работал с книгами, и не только, например, с теми текстами, которые ты сам пытаешься писать, а с текстами, которые написали другие авторы, когда ты много часов просидел в библиотеках. Когда я училась в университете, в эти университетские годы, потом я училась в Москве в литературном институте, тогда я много провела в библиотеках, много времени. Потом, когда училась уже в аспирантуре, и вот все вот эти, я бы даже не сказала, что дни, эти годы, проведенные в библиотеках, непосредственно с книгами, с напечатанным словом, вот, наверное, тогда я начала понимать, что слово, оно заключает в себе очень много смыслов, что слово может быть и сильным, и может и ничего иногда не выражать. Слово может быть эмоциональным и может быть бесстрастным. Слово может быть глубоким, и оно может быть поверхностным. На мой взгляд, поэт, он должен очищать слово от каких-то наростов, от какой-то шелухи, может быть, порой ненужной или лишней. Есть слово, у него множество значений и множество сфер, так сказать, применения его, да, предположим, в науке это слово может иметь такой смысл. В литературе, если ты встретишь такое же слово, оно может быть уже немножко другого значения. И в простой обыденной жизни, если встретится тебе то же самое слово, то у него уже совсем другое значение и другие моменты, предположим, где его люди используют. В современном мире, что вот это слово, в котором была изначально заложена какая-то одна мысль или одно значение, оно обрастает какими-то дополнительными еще значениями. С одной стороны, это, наверное, хорошо, поскольку слово становится многозначным. Но с другой стороны, иногда чувствуешь, что его главный смысл запрятан где-то глубоко, а сверху какая-то ненужная шелуха. А поэт, когда берет это слово или, предположим, другие слова, начинает создавать произведение с помощью этих слов, то он, я думаю, должен добраться до сути этого слова и эту суть вытащить. Поэт – это тот человек, который докапывается до глубинной сути слов, до первоисточника, который зародил это слово, до первого его значения, в общем. И оно, мне кажется, самое глубокое.